Чисто якутский финал. В весовой категории до 35 килограммов Никита Копылов по ходу борьбы уверенно одерживал победу. Но в конце второго периода одно неверное движение, и Афанасий Милютин положил противника на лопатки. У него вязкая борьба. Больше всего получается перевод с головы и далее зарабатывает очко. Как ты взял очко перед тем, как положить на лопатки? В положении наката. Во дворце Лейбатур царит накаленная атмосфера. У болельщиков всплеск эмоций и выброс адреналина. Тут идет все: национальные флаги, кричалки и даже лапа для тэквондо. Казахстанские болельщики передали сил и уверенности своим спортсменам. На ковре сестры-близнецы Джамиля и Мадина Бакбергеновы показали высший класс. Их приемам и броскам могут позавидовать даже юноши. Девочек 4 года назад на борцовский ковер перевела старшая сестра. Чтобы на играх близняшкам не бороться друг против друга, Джамиля набрала вес, а Мадина сбросила. Поэтому они оказались в разных категориях и принесли Казахстану вместо одной 2 золотые медали. Россиянка хорошо запомнилась, но хорошая была соперница. Еще монголка, но ей жалко стало. Папа, в общем-то, футболист. Ну, он много нас учил, чтобы мы хорошо боролись и много чего сделал для нас. Вот. Вы дальше будете бороться, да? Ведь у вас какие планы? Стать олимпийским чемпионом в 2016 году. Завтра, в последний день соревнований, состоятся поединки в 3 весовых категориях у девушек и 4 у юношей. Также на ковер выйдут борцы сурдлимпийского